Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Я надеюсь, у вас все хорошо. Новый день, начало нового дня, утро уже прошло. Можно сказать, утро мое прошло в телефоне. Я еще посуду не мыла, не убиралась, просто приготовила. А готовила то, что было вчера. У меня была немножко отварных спагетти. Сделала из того, что было, можно сказать. Кому спагетти с яичницей, кому кашу сварила. Себе тоже сделала просто бутербродики с малосоленой форелью. И вот так вот. Вчера я еще замариновала мясо. Баранина, помните, я, наверное, в том ролике, я еще его даже не монтировала, этот ролик, говорила, что моему сыну, который приехал из Москвы, второму сыну Джабраилу, захотелось бараньего мяса. Он сказал, что хочет жареную баранину, или, в принципе, можно и в отварном виде, он сказал. Ну, мы вчера в отварном виде поели, я тоже не снимала, простите, конечно. Просто отварили баранину, сделали нашу ингушскую подливу картофельную, и галушки просто отварила я из муки обычной, поели. У меня был большой такой кусок мяса замороженный. Это Мадина привозила нам, когда делала сыну Акику, по-моему, называется, если перевести. Вот привезла это. Еще с тех пор она у меня стоит, вот как ребенку было 7 дней, по-моему, на 7-й день она это делала. Как она привезла, так я этот пакет в морозилку поставила, и я не знала, что там есть все-таки немножко ребрышек. А мой сын как раз хотел именно мясо с ребрышек, чтобы было пожаренное. Ну, думаю, попозже куплю. А вчера этот кусок я разморозила, отварила, а смотрю, немножко есть еще и ребрышки. Потом все равно думаю, размороженное мясо, так, по-моему, видно. Мясо я вроде бы разморозила, что его еще в следующий раз, еще раз замораживать, сразу и замариновала. Ну, друзья, снимать не стала опять-таки. Скажу, что добавила. А сегодня думаю, сразу включила духовку, думаю, быстренько поставлю на обед, пока начну заниматься чем-то, потому что ему надо на работу уже уходить. А потом думаю, давай-ка подключусь, почему бы нет, да, друзья? Значит, у меня тут, как я сказала, не знаю, сколько баранины, сюда я добавила адыгейскую соль, приправу для шашлыка. У меня вот когда-то мне еще на рекламу присылали, если помните, Лали присылала из Грузии или из Абхазии, если я ошибаюсь, не знаю точно откуда она сама. Это приправа для шашлыка у меня тут, значит, это соль адыгейская, черный перец, красный перец, паприку, соевый соус, свежий чесночок отжала, все, что есть, короче, накидала, замариновала, поставила на улице. И вот сейчас я его быстро запеку. Посмотрим, что из этого получится. Было бы очень здорово, если был бы у меня мед, но у меня, к сожалению, его нет. Надо будет купить мне мед. Мне очень нравится, когда я что-то запекаю. Это у меня варится. Сейчас шумит, поэтому немножко отвлекаюсь. Поставила варить говяжью ногу на холодец. Я очень люблю холодец. Вообще я люблю просто даже отварные эти говяжьи ноги, но пока купила только одну ножку. Вернее, не я, а сын мне привез. Я говорю, купи хотя бы одну ногу, купи, мне будешь ехать домой. И он привез эту одну говяжью ногу. Будет у меня холодец для себя, для моего питания. Но если поедят, то и мальчики поедят. А вообще я люблю очень просто вареные говяжьи ноги. Просто их хорошо отварить, чтобы они были вот прям вот мягкие-мягкие, чтобы слезало все с с кости. Отварную картошку, бульончик с чесночком и галушки наши кукурузные. Просто объедение. Я как-нибудь приготовлю. Я вообще-то, по-моему, готовила на канале, но еще раз как-нибудь куплю, приготовлю именно вот так вот. Очень вкусно. Во-первых, это очень полезно. Это пища наших стариков. Это давно вот так вот делали. Вот очень любил мой отец тоже это. Мы ели всегда вот эти говяжьи ноги. Может быть, кому-то покажется это странным. Но они осмоленные. Короче, вкуснятина. Аж слюнки потекли. Вот так вот. Сейчас я быстренько возьму. Я уже духовку включила. Противень хотела подготовить, но вышла на связь. И да, друзья, я некоторым комментариям отвечала вчера, но не на все успела, потому что у меня все-таки
хоть и нет таких огромных заказов, но понемножечку каждый день что-то заказывают. Надо бывает заказ сделать. Сами знаете, в доме, когда нет женщины, везде мои руки нужны. То там убрать, то постирать, то стирку убрать. И вы не представляете, сколько у меня стоит уже постиранных вещей, в которых я вчера, по-моему, и позавчерашнего дня только стираю, и даже не равняя, закидываю на кресло. Теперь мне их нужно разобрать, посмотреть, что нужно гладить, что нужно просто так уже повесить, убрать. Короче, работы много, но ничего. Самое главное, работать могу. И, ой, я думала, я микрофон не подключила, оказывается, да. Вот так, вот так. Сейчас попробуем нашу эту силиконизированную бумагу для выпечки. Купила, которую я в Мегамаркете. И да, вот насчет комментариев. В комментариях пишут, что да, в этом магазине, конечно, можно просто потеряться. Там очень много вещей. Я даже половину магазина не сняла. Мелочей там сколько, вы не представляете. Туда заходишь, пропадаешь. Ну, конечно, нужны денежки тоже. Так. Ну, наговорила я вам аж 19 минут. Значит, просто покажу в этом ролике, наверное. Так, я вам сказала, что я не убиралась, поэтому у меня тут творческий бардак. Вы закроете глаза, я надеюсь. Я сейчас готовлю не на заказ. Я просто готовлю дома. Заказ у меня тоже сегодня есть. Есть заказ на заморозки и на пельмени. Но прежде вот, видите, вот посмотрим, какого вкуса оно будет. Сейчас покажу вам, ради чего все это было. Вот 2 куска ребрышек я нашла среди этого мяса. Где они у меня? А, вот, да. Вот такие вот ребрышки. Видите? Каспер, уйди, пожалуйста. Уйди. Вот. Так, вообще-то знаете что? Чтобы было быстрее, наверное, я все-таки положу их в рукав. Как вы думаете? Потому что у меня не так много времени, уже 11 часов, а после часа сыну надо на работу. Значит, я сейчас положу это в рукав. Так, ну вот. Начала я укладывать. А картошку я просто отварю, не буду сейчас, потому что, как я сказала, времени у меня не очень-то много. Картошку я поставлю просто отварить и сделаю, наверное, пюре. Потому что пусть будет так, а то еще и... Хотела просто по-деревенски еще с мясом сделать картошку, но не буду. Мне будет проще сейчас, просто времени мало, как я сказала, заказы. Так, сейчас нарежу полосочку отсюда. Будет быстрее. Где-то на часок оставлю в этой бумаге, ну, в этом рукаве. А потом уже без рукава где-то полчаса, наверное. Ну, баран молодой, по идее, должен запечься. Вообще считается баранина у нас полезнее всех мяса. Что-то я где-то оборвалась. Что-то у нас эти 2 недели вообще солнечных дней нет. Пасмурно. Ну что, он рвется и рвется. Тонко нарезала, что ли. С ним были у меня эти завязочки, но они закончились. Сейчас пошире нарежу. Все. Так, в нескольких местах проколы еще сделала.
заодно и в мясе будет прокол, чтобы быстрее пропекся. Пропеклось. Все, и в духовочку. А теперь за уборку, друзья. Сначала приберусь и займусь заказами. Ну вот, мои дорогие, обед мой готов. Пюре уже сделала, как видите. Положила солений своих, зеленые помидорчики, красные помидорчики. Сегодня будет такой обед с соленьями, заготовками. И баранина моя тоже готова. Красота, видно, видно. Так, кажется, съемкой слишком темная, но это у меня паприка, мои дорогие. Сейчас. Мясо прям вот отходит от косточки, готово очень даже хорошо. Видите, какая вкусняшка. Ребрышки. Это я хочу показать в разрезе. Сейчас. Смотрите, какая она мягкая баранина, мясо мягкое, прекрасно режется, готово очень. Аромат, вкус, запах, это что-то. Вот. Стоит только сказать моим мальчикам, что они чего-то хотят. Видите, как мама готовит? Да, Джабраил? Я не слышу. Это не ответ. Ну вот, вот такой у нас обед сегодня. Украсила я, чтобы снять. Вкусняшка. Мясо очень вкусное, сочное получилось. Хотя и темное на вид, но вот шикарное. Можно готовить. У меня сегодня небольшой заказ. Показываю только, как я готовлю. Не показывала, как я разливаю. Так, у нас еще гости тут. Абдулмалик плачет. 4 порции борща, короче, друзья, у меня на заказ. Так. Мухаммед не заснул, да? Давай. Пс. Так, вообще-то. Сейчас. Так, вот так вот. Чтобы знать, какая порция.
3 таких кусочка и по одному я еще маленькому добавлю. Где-то в сыром виде мясо было по 150 грамм получается на одну порцию. Так, вот такой вот заказ у меня сегодня, друзья, как я сказала. Это наш сыскал, чурек, хлеб из кукурузной муки и 4 порции борща. Заказчица сейчас подъедет сама. Мухаммед, фудиш Валхатыч. Проверка связи, да, Мухаммед? Что ты там потерял? Так, друзья, хочу понемножку вот так вот подключаюсь, показать, вот делаю на заказ. Запеканки. Обычно мы их делали в квадратной форме, но Танзила попросила ее сделать вот такой вот порционно, короче говоря. А это просто голубцы для себя. Капуста была. К сожалению, я не показала, как я их делаю. Сейчас покажу вам, как я их запекла для себя. Вот такая, вот такие вот. Ты куда? Мы же будем кушать. Тут капуста. Внизу фарш, ну как для голубцов с рисом. Потом капуста пропаренная, вот как, тоже как для голубцов. Морковка вареная, сыр и майонез. Вот такая вот вкуснятина. Капуста сказала. Да, на Мухаммеда посмотри. Мухаммед, мы чего ты же? У меня ревизия в шкафах, друзья. Все проверяется. Да, Мухаммед? Привет! Привет! Будешь запеканку кушать, да? Мухаммед, печенье, я, маме? Печенье ясу? Мухаммед, ясу печенье? Ясу, маме, печенье? Я, ох, маме. Ой, умница. Давай бабушке печенье, давай. А я ее маме печенье. Вот тебе, говорит, лежит. Одну себе забрал, да, Мухаммед? Аишка обнимает. Я не люблю печенье, Мухаммед. На, пока, Мухаммед. Пока. Смотри. Так, и вот такие вот, сказать, фрикадельки не могу, потому что они с рисом. Ну, тефтельки. Но по желанию заказчицы они были сделаны вот такие вот маленькие. Понемножку сегодня делаю заказ. У меня еще котлеты там замораживаются, люля-кебаб. Запеканочки вы видели уже. Вот так вот потихоньку работаем. Так, мои дорогие, это у меня новый заказ. Ой. Значит, у меня тут овощной тортик. Заказ в больницу. Вот такие вот запеканки с капустой. И понравился моим заказчикам чурек наш, сыскал, кукурузный хлеб. Так, а куда я делала? Вырезала вот эту штучку. Ты не видела? Положить сюда. Из-за одной запеканочки не хочется упаковку. Ну, я ж только что вырезала и сняла оттуда. Вот голова садовая. Так, ну вроде бы сюда ничего не прилипает. Сыр так хорошо растаял. Просто я вырезала из... Ну, еще раз вырежу, значит. Я не поняла, куда я ее делала. Из пергамента вырезала кружочек, чтобы туда положить. Сейчас вырежу. Так. Ну, сначала, может быть, я сниму, прежде чем положу, да? Чтобы вид эстетический был. Так. А хлеб перекладывать с пергаментом, Мадина, как ты думаешь? Легче достать. С пергаментом, да, оставить? Вот такой вот, короче, хлебушек. Интересно, домашний хлеб, в пергаменте обычно продают. Мне именно он
Так, 2 раза не предусмотрела. Так, Мам, если она на сообщение пишет, может, я тоже напишу. в смысле? А, сообщение? Сейчас. А, да, между прочим, она еще не прочитала. Сейчас позвоню. Ну вот так вот запаковала. Я их не стала сыпать зеленью, потому что заказ в больницу, как она сказала, папе. Если папа, то это уже возрастной человек, получается, по-любому. Друг зелень не любит. Просто единственное, что я вот вокруг тортика немножко посыпала зеленью. Ну все, вот такой вот небольшой заказик на обед. Сейчас уже сколько? 18 минут первого. Вот дальше у меня тоже сегодня небольшие заказики. Буду дальше выполнять. И, друзья, когда я лепила, делала их, мне казалось, я так много чего делаю. А когда ты их занесла, их было много. Да, только упаковали, и такое маленькое количество показалось. Короче, 50 котлет замороженных, 10 люля, 4 килограмма фрикаделек, рулет мясной рулет, бычий глаз, 4 килограмма голубцов. 4 же у нас их было? Не знаю, Нет, 3 килограмма голубцов и 6 вот таких вот запеканок капусты. И 6 вот таких вот запеканок из капусты. Все, отправляется заказчику. Это только пол заказа, половина делала Танзила.